Пожалуй, мы впервые в таком составе встречаемся. Надо сказать, что Актемцы и по демографии, которая очень остро стоит в республике, в целом по России, выглядит довольно стабильно. Население сегодня практически равно населению целых улусов северных, как Анабар, как Жиганск, как Аллаяховский, где порядка 3000 человек живет. А здесь в одном селе 3000 человек. То есть большое, это республика, я не ошибусь, самое по численности большое село республики. Так, здесь очень большой удельный вес занимает интеллектуальный потенциал. Тоже единственное село в республике с таким интеллектуальным потенциалом. Со своим филиалом университета аграрным, малой академией, научно-образовательным центром и так далее. Здесь очень оригинальные заведения, как зоопарк Орто-Дойду. Это действительно историческое место, она само притягивает людей жить здесь. Аура очень хорошая. И не случайно вот наши выдающиеся личности, наши предки в основном жили в этой долине. Все князья, которые побывали, императора российских, все отсюда, практически, кроме одного. Вот. Поэтому это немаловажный фактор. Инфраструктура хорошая, так расположенность от столицы республики тоже практически 20-15 минут езды, очень хорошая. Газифицирована полностью, электрифицирована, охвачена хорошими дорогами и так далее. Сам Бог велел, Александр Николаевич, пользуясь этой преимуществом, и дальше ставить вопросы и развивать село. Но чувствуется структура управления села, она в канонах таких довольно догматическом, неповоротливом, строго ограниченность полномочиями и так далее. И поэтому хотелось бы сегодня договориться с вами, создать работоспособные советы при главе поселения. Так? По двум вопросам. Село среднего достатка. И второе направление – новый облик села Актемцы. Село 21 века. Какой смысл вкладывается в этих понятиях? Вековая мечта народа, не только наша, да любого народа, это жить в достатке. Не роскоши и не бедности, а в достатке. Вот это самая главная вековая мечта человека. Мы можем сегодня добиться в Актемцах, что каждая семья имела доход среднего достатка. Что это значит? Это значит, средний доход на члена семьи было 2 минимальных размеров
дохода. У нас прожиточный минимум какой сегодня? Александр Николаевич, доход. 18, А? 18 тысяч, 18 лет. 18 тысяч. Вот 18 тысяч. Ежемесячный доход на каждого члена семьи. Если 4, минимум должен быть 70 с лишним. Так ведь? Минимум. Это 2 минимальных размера прожиточного минимума. Сколько вы сказали, Александр Николаевич, средний доход? 40? Средняя зарплата? 59 тысяч. 59 тысяч. 59 тысяч, если 2 человека работают в семье, папа, мама, то 118. А их 4. Разделите, сколько получается? Вот. То есть понятный размер. Вот к чему мы должны стремиться. 2 минимальных прожиточного минимума. Каждый член семьи должен зарабатывать. Задачу поставить. В каком году наш вуз был образован? Александр Николаевич, в каком году? В 24-й, по-моему. В 30-м году. Я в целом, потому что здесь путаница есть, Кангаласский улус в каком году был образован, я беру уже официально, документально оформленный Кангаласский улус, когда разделился на Восточно-Кангаласский и Западно-Кангаласский. Это 1860 год, 1 января. Кто был первой главой улуса? Александр Гермогенов. Сколько ему лет было тогда? 23 года было. 23 года он был избран первым после разделения улуса. Западные и восточные кангаласские улусы, первым главой улуса. Это 1860 год. И нам надо задачу поставить в 2025 году, то есть 165-летию организации улуса достигнет этого рубежа. Что для этого нам нужно делать? Сегодня государство не общую дает, а конкретно под проекты, под программы. Первая программа – это социальный контракт. Так? Это республика со своего бюджета, с добавкой федерального бюджета дает. Сколько получает село Актемсы, Александр Николаевич? 1 человек. 1 человек социальный контракт. Или 2 человека. Так? На будущий год давайте поставим задачу 10 человек, что получили. То, что агростартап, это, товарищи, огромные деньги дает Федеральное министерство сельского хозяйства. Огромные деньги. Сколько получает? Одного там Путаль, то ли Михайлов, то ли кто-то такой, дал заявку только. Оказывается, он давно работает
Но по положению он должен зарегистрировать за год до получения стартапа. Деньги с стартапа. Вот, давайте поставим задачи, поучимся, положение внедрим, посмотреть и так далее. Так? Хороший проект сделаем. Три гранта получить на будущий год. Социальный контракт 10, стартаповский 3. Так? Дальше. Вот ваш вуз для семейной экономики нынче выделили 5 миллионов. А в прошлом году Павлов по стартапу получил 8 миллионов. Один человек. Целый вуз на все, понимаете, семейная экономика выделяет 5 миллионов. Один, понимаете, фермер для развития своего хозяйства 8 миллионов получает. Почему остальные не получают? Ну, во-первых, не знают, не слышали. Во-вторых, документация путается. Доказательной базы мало. И так далее. Так что к этому надо учиться. Нам был фонд развития села бы создать. Так. 50% вносит муниципальный бюджет, а 50% участники этого процесса. Сегодня бесплатно никто не будет давать. И фонд этот наш на микрокредитование маленьких хозяйств, семейных, понимаете, фермерских хозяйств использовать. Это хороший источник был бы. Создать кредитный кооператив первого уровня у себя. Вот для этого надо найти людей. Я говорю, интеллектуальный потенциал большой. Тем более аграрный вуз присутствует. И в совете при главе поселения надо не ограничиться своими людьми, а другими. Пригласить умных, опытных, знающих людей, что они одновременно будут лоббировать то, что мы ставим, те или иные задачи. Вот мой помощник Николай Барамыгин будет. Так? Вы включайте этот совет Степана Андреева, который сегодня находится там, в отпуске, представитель Республики Китай. Он хорошо знает китайский рынок, китайские товарищи, так, и советами, и практическим участием поможет. Вот таких людей надо подобрать. Республика, какие есть люди. Вот Данилова как фирма, Сетте или как называется? Строительная фирма. Сетте, по-моему, да, или как? Сетте. Вот таких людей приглашать, чтобы они участвовали, вошли в совет при главе поселения. Мощных лоббистов, знающих людей. И тогда дело пойдет. Так, нам надо уточнить развитие. Мы все же разбросанно живем. Практически в 4 местах. Актемцы, Алас, Чапаева и Ортодойду. И развитие каждого, они не похожи будут. Например, Ортодойду – туризм, торговля, организация отдыха. Вот упор на это делать. И все строительство, вся идеология, вот решение этих вопросов. Именно туризма, развитие торговли и организация отдыха. Фундамент заложен, направление есть, работающая, понимаете, точка просто. Чапаева – это образование плотно, так, и наука, развитие науки. На базе науки
все будет фундаментом у нас будет, то есть фундаментом будет наука, апробированные науки. Если хотим развивать земледелие, сперва должны мы изучать почву. Наша земля очень бедная. Так? Чего не хватает добавить? Или калия не хватает, или азота не хватает, или фосфора не хватает. Вот. Но надо преимущественно идти на умное земледелие. На умное земледелие. На капельное орошение, на программированные сорта получением урожаев новых и так далее. Так. Дальше нам надо вот подход перейти к делу. И прежде всего открыть вот плоды ягодные. Давайте первое, это на 2 гектара. Так? Хорошую крепкую семью найти. Так? Помочь им поставить вот программу стартап, чтобы подключился к стартапу, получил деньги Федерального министерства сельского хозяйства. И помочь. И дело пойдет. Так. На 2 гектара, с 2 гектаров давайте начнемте. Александр Николаевич, надо землю выделить. Так, умное земледелие. Так. То есть программированное. И полив программированный, и внесение минеральных удобрений программировано, и главное, сорт программировано, и урожай. Давайте с 5 гектаров начнемте на будущий год. Тоже нынче давайте выделим участок. Услуги надо развивать, особенно по сбору мусора. Я в многих странах был и видел, не у всех, понимаете, канализации, не у всех, понимаете, эти мусорные печи и так далее, сжигают и так далее. Постоянно вдоль дороги мешки, это полиэтиленовые мешки, вот, наполнены отходами своими, так, бытовыми. И вечером, утром машина едет, собирает и отводит на определенный участок, штабилируется, и там через год, через 5 лет закапывается, потом садится или сеется, потом дальше. Александр Николаевич, где у тебя мусорные? Где вы прячете этот мусор? Где отвели? Полигон. А? Полигон между границей Чапаева и Ваха. Александр Николаевич, надо найти в лесу, через себя, туда, в лесу. Там участок хороший, и одновременно его и раскорчевать, так, и одновременно там потом в будущем будете сеять. Делайте траншеи, хорошо складируйте, а потом засыпайте, потом посеете кормовые и так далее. Долинной части нельзя. Недопустима долинная часть. Вот тоже услуга у нас вообще не развита. Вот сейчас что-то начинает шевелиться, но очень мало. В Актемцах практически услуг нет. Баня есть или нет у тебя? Нет бани. Так ведь? Прачечная есть? Нет прачечной. Почему интернаты, больницы куда-то возят, понимаете, оплачивать другие места, понимаете? Почему у себя нельзя сделать, построить? Вот гараж за 17 дней, понимаете, построили. Зимой в 50-градусном морозе. Сейчас великолепный для производственных объектов строительный материал. Фундамент сделайте трубный, сварите, стеновой материал готовый,
Перекрытие тоже готово. Что, какая трудность? Только надо взяться же. У тебя бюджет годовой какой стал сейчас? 45 миллионов. 45 миллионов. Так, свой доход сколько? Свои доходы. Где-то 6,5 миллионов. 6 миллионов. Ну вот ежегодно задача поставьте по 2, по 3 миллиона наращивать поступление. И вот это целевым направляйте на развитие услуги. То есть облик села у нас сегодня другой должен быть. Она будет понятной, если мы ландшафтным дизайном будем заниматься. Ландшафтный дизайн надо начинать с усадьбы. Сперва в усадьбе был хороший дизайн. Потом улица дизайном хороший. Они друг другу не должны быть похожими. Объявляйте конкурсы, умных людей приглашайте. Везде ум нужен. Сегодня середняк не идет, не котируется. Вот почему качество знаний боремся. Ум сегодня ценится, ум движущей силой становится. Вот. У нас улицы бесхозные, усадьбы бесхозные, а жители-то есть же. Уличные комитеты создавайте, конкурсы устанавливайте, смотры устанавливайте, подводите постоянные итоги. Кого-то пожурите, кого-то похвалите. Надо же с людьми работать. Люди – это ваши друзья, ваши единомышленники, ваша сила. «Сад птицы» смотрели кино? Смотрели, да? Да, конечно. Ага. Вот я думаю, из всех фильмов, которые выпущены у нас, образ наш, да, наша духовность, наше миропонимание вот, показано этим фильмом. Вот когда вы будете строить усадьбы Тыгына, должна присутствовать вот этот момент. И не случайно кангаласы своим тотемом-то избрали так ведь царя птиц. Это весьма символично. Вообще философская точка зрения развития Канкаласского вуса, почему такие люди вышли с этой земли, почему преимущество они думали о своем народе, почему только с этой земли, с этой территории преимущественно выходили. Вот. Я думаю, Александр Николаевич, давайте, засучив рукава, сегодня, завтра подумайте, а на той неделе составьте совет, членов совета при вас, так, разработайте положение, но в конце той недели отправьте, посмотрим, возможно, я что-то внесу, какие-то моменты. Так. Поэтому Бог тебе помогает, вот, с высоты вам подсказывает, что надо делать, что использовать, какие моменты использовать и так далее в своем развитии. И сделать село действительно образцом
современного села. Образцом современного села. Что люди смотрели, видели и сказали, вот это надо брать себе, вот это надо взять, вот это мы не додумались и так далее. У тебя сайт есть или нет? Инстаграма выходишь или нет? Я вот ищу, никогда не вижу, что в Актемсаде. Как будто это села в карте республики нет. У тебя есть какая-то пресс-служба на общественное начало хотя бы? Ну, у нас свои блогеры местные, А? которые местные, да, жители. Обычно мы используем местных жителей сайта. Хорошо. Много... Как вы ходите? Через какой сайт или инстаграм вы выходите? На Инстаграм? А? На Инстаграме? В Инстаграме я никогда не видел Актемса. Николай, ты помоги-ка с этими, поработать с этими блогерами, которые у Александра Николаевича есть. Так? Да. Этим самым вы покажете людям присутствие, ваше присутствие. Вот. Республика огромную работу провела за последние годы после советской власти. Я как человек, уже, как говорится, босиком родившийся и ходивший по этой земле, знаю, каким был, понимаете, Актемс. И сегодня это вообще не сравнимо. Вы еще говорите, уже этажные каменные дома будете строить. Я не рекомендовал бы, а именно коттеджного типа надо строить. Коттеджного типа. Чтобы усадьба была у каждого. Этим самым подчеркивается, что вы в земле, что вы селяне. Вы знаете, что стоит жизнь. Постареете и потом второй, третий этаж бегать не сможете. И дышать свежим воздухом не сможете. Насколько? И национальным проектом жилье практически не предусматривается. Предусматривается 60% многоэтажные дома, а 40% усадебного типа должна строить. В такой пропорции должна строить. А 90-е годы мы 60% усадебного типа строили, а 40% только многоэтажные строили. Потому что государственный чиновник за квадратный метр это спрашивает от них, вышестоящих. И вот бегает, понимаете, где-то сэкономит, где-то больше, понимаете, вести площадей. А как удобно или неудобно, практически мало думает. За удобство надо бороться, чтобы людям было хорошо, а не от чего-то хорошо. И последняя пандемия, болезнь. ВОЗ объявляет, что наступление третьей волны. Это страшное дело. Третья. Второй волне мы все ощущаем. Мы, оказывается, и первой не были готовы, и второй. Эффективность нашей лечебной системы не оправдывает сегодня. Россия по смертности, ежедневной смертности на второе место в мире вышла. Это неслыханное дело. Сегодня каждый день умирает где-то 780 человек.
Республика 1-2 будут второй волне. А вот сегодня уже сколько? 5-6 человек ежедневно. Мы, если среди республик взять, то по смертности 3-е место. Коми, карелы, буряты и мы 3-е. Смертность – это что-то, это эффективность и профилактической работы, и лечебной работы. А если сейчас прогнозируется 3-й этап, 3-я волна, непредсказуемыми штампами, сколько человек на выезде работает, Александр Николаевич? Процентов 15. Ну, сколько человек это? Ну, около 200 человек где-то. Это ежедневно, понимаю, курсируют. Это разносчики. Ну, некоторые имеют квартиры в Якутске. Ну, вот, надо следить и договориться персонально каждый. Если там работа, возможность подручнее там в городе и жить, повременить, что приезд. А смотреть, если школа, детсадах работает жена, а муж ездит таксистом, то надо посмотреть. Вот Мичели Иванович вахтер, понимаешь. Одну сутку работает, 2 сутки в Якутске. Потом завез. Сам заболел, жена заболела, дети заболели. И, в конечном итоге, директор школы заболел. Поэтому таких работающих, вот таких учреждениях, детской и так далее, где много народу контактируется, надо посоветоваться индивидуально. Или повременили, или какой-то другой выход находили. 200 человек, это сказать легко. Таксисты тем паче. В день сколько человек возит эти коробки? Дышит одним воздухом. Вот поэтому надо нам серьезно думать, уже разработать 2 варианта, как учебный год будет. Первый или виртуально будет, или второй вариант очно. Надо думать и готовиться к этому, а не ждать, когда указ выйдет. Но самое главное, вот сегодня ставится вакцинация и индивидуальная защита, чтобы меньше общались, ходили в масках. Это культура, вырабатывается новая культура уже. И надо готовиться, это постоянно же. Они не будут уничтожены. Они постоянно будут присутствовать в той или иной форме, будут как грипп, понимаете. Вспышку будут давать, потом затихнет, а потом опять вспышка будет. А это еще сложнее вирус, чем грипп. Мы, конечно, впервые в своей жизни встречаемся. Нам всем очень много неясностей. Да плюс еще информационное давление. Люди, нечестные люди, хотят пользоваться этим. Вот все это надо учитываться, поэтому на вас
очень большая ответственность накладывается. Так. Но я думаю, все общим усилием мы преодолеем. Спасибо всем, удачи, успехов.